Привет, друзья, с вами одинокий Джейсон. Продолжался эпопеха с авторскими правами наших музыкальных произведений. И как я и ожидал, все там не так уж чисто, все там не так уж честно. Многие стараются, знаете, это очень легко присвоить себе чужое. И не надо этому прилагать никаких усилий, потому что это, знаете, не чистоплотные люди, не чистые на совесть, готовы, способны на все. Потом удивляется, когда вот себе, если не уважает отца, матери, дедушка, бабушка, они бывают такие сыновья, что стелятся под свою жен, и бегает за этими тещами. Но ингуши скажут, у нас зятя теща не встречается никогда в жизни. Но это тоже чужое украсовые мастера, конечно. Это не ваши обычаи, это адыгские обычаи. Все переняли. У казаков одни обычаи, у осетин другие, у чеченцев третьи, у грузин. Так как своего ничего нету, приходится воровать чужое. Это не мое утверждение, это не мое злорадство. Мне это не доставляет никакого удовольствия говорить это. Тем более вы наши соседи. Как бы, чтобы мы не говорили в обидах друг против друга, вы есть, мы тоже есть. Это нужно принять и уважительно относиться друг к другу. Но вы были бы ингушами, не ингушами, если бы у вас не было бы запасные коварные варианты. И вот поэтому это странно слышать, когда вы, я извиняюсь, ходили на горшок, э, я не знаю, ваши вот эти, и наши великие люди, наши великие певцы, танцоры, музыканты, Киргизии, годы выселения. Это Марьям Айдамирова пела эту песню Дарья Коч, годы выселения, депортации. И нет, это сейчас, в 2025 году, в 2026 году, в 2024 году, в 2018 году, в 2014 году. Вот у вас какие-то 2000, вся ваша история с 2000 года, даже не с 1992 года, когда создали вам это Ингушетию, и даже там у вас ничего не было. Это сейчас, 2000, когда, помните, были такое понятие 90-е. Вот сейчас у мужчин появилось понятие про мужчин 2000-е. Вот эти 2000-е. Тенцы стараются учить нас уму-разуму. Знаете, я поместил, снова пришло предупреждение, снова я нарушаю права этих ингушей. Самое интересное, я же поставил оригинале музыку вот эту, я же поставил еще оригинале музыку Усманова. И что вы думаете, тоже пришло авторские права. Я удивился, я не поверил своим глазам. Дания, представляете, где Чечня и где Дания? И где-то там либо Денмарк, вот какая-то, я знаю, вот эти известные музыканты, так как я занимаюсь музыкой, интересуюсь музыкой, я это знаю, эти известные, вот этот известный западный мир, но как-то они регистрируют, скорее всего, регистрируют, вот берут Запад известную марку и регистрируют, вот это еще прибавляют там, или музыку, или страну, и вот получается вот это. И кто-то даже, представляете, нам кажется, это произведение принадлежит нам, чеченцам, потом скажет, нет, дорогие мои, это где-то они регистрируют, YouTube, некоторые скажут, что такое YouTube, там нет, это на Google, это самая большая платформа о земле, где она, вот это, она же, Google, это же не просто Google американский, это все там. YouTube там, все вот это, все вот они, вот это, если Google зарегистрировал эти права,
Это значит и Facebook, и все остальные тоже прислушиваются этим правам. И, короче, на весь этот же всемирный вот этот, и все эти чеченские песни, вот я не думаю, что вот Имран Усманов в Дании зарегистрировал свои права. Почему он в Дании их зарегистрировал, не в России, тоже непонятно. Ну, вот такие вопросики. Потом, это понятно, это Имран Усманов его не сочинял. Я там и не сказал, что он сочинил. Я так и сказал, что это автор Адаев, кто-то говорит вот это, но неважно, вот эти же, и потом его пели и другие, даже Валид Дагаев, говорят, пел его, Сулейман Такаев пел, но пусть Сулейман Такаев поет, другие поют, но вот это Замрам Усманов же, вот есть песни, которые за Валидом Дагаевым устоял, хотя и другие певцы пели. Есть песня за Сулейманом такая, которые и другие певцы, но вот именно его, вот это «Дай Бахлад» именно исполнение Имрана Усманова. И я не утверждал, что он написал. Вот он Малика, он написал. 15-летний подросток, 8-классником в школе, девушку любился, он написал. А я же не утверждал, что вот эта песня. И потом Ганаева, типа, утверждает, что это первый исполнитель Ганаева Алхазур. Хорошо, почему вы об этом не заявляете? Почему вы не говорите, что это Ганаева? Вот ролики снимаете, пишите и сочиняете, и я не знаю, какие-то права регистрируете. Вот почему вот я сказал, и сразу нашлись умники утверждать, что нет, это не так. Это так, это чеченец, не ингуш, не грузин, не узбек, это чечен, не аварец, это поет чеченец, мне не важно. Его зовут Алхазур Ганаев, тоже, знаете, как велика талантами нашей республики. Как она велика. Алхазур Ганаев, сельский учитель, учился в средней школе номер 1 города. Сейчас город Шелест, раньше был село Шелест. Сельский учитель, оказывается, писал такие произведения. Я-то знаю только одно его произведение, исполнение его, вот это «Пхаюр Тахтинаду». И вот эта мне очень песня нравится, и поэтому я вот эту песню прикрепил вот это Алхазуру Ганаеву. Я не говорю, что кто-то другой его поет. Я говорю, что Алхазур... Это вот нас сейчас хотят запутать, нас сами чеченцы поддаются на эти провокации. Вот, закрепляйте вот эту песню, не нужно вот разбрасывать. Вот это. А потом сам ингуши скажет, а вы сперва определите, кто его автор, кто его поет, кто вот это, потому что 7-8 имен вы бросаете, и я должен сейчас сидеть, знаете, я не музыкальный критик, я не музыковед, я, конечно, могу найти вам рассказать, но дело не в этом. Сегодня у нас другая задача. Смотрите, сейчас перед вами с телевидения Дагестана, они часовой, год назад вышел часовой вот этот, как сказать, фильм, часовой фильм, как ингуши снимают, вот так они тоже снимают фильм. И про этого дагестанского стрелка, который участвовал в Великой Отечественной войне, и в какой-то фильм вышел про взятый Берлина в 1945 году. И лезгинка у Рейхстага, стрелка Алутханова. Вот, честно слово, этот фильм снят так качественно. Я думаю, сейчас герой Советского Союза этот человек. Нет, он просто станцевал лезгинку. Это вообще все эти дагестанские паблики подняли. И вот на телевидении Дагестан вышел фильм про вот этого стрелка, его 2 дочери, по-моему, или сестры, я не знаю, 2 дочери, скорее всего, тоже в этом фильме участвуют. И представляете, просто он станцевал лезгинку, и сейчас мы посмотрим, к чему я иду, вы поймете.
одну минуту, я сейчас постараюсь вам его. Победная лезгинка в Берлине в мае 45-го. Фрагмент фильма «Берлин» режиссера Юлия Райзмана облетел все социальные сети Дагестана. Надпись под видео гласила: «Танцует летчик Фейзулла Атлуханов, Дагестан». Победная лезгинка. Вот этот парень, который танцует, он дагестанец. И что вы думаете, кто сочинил эту лезгинку, скажите мне, пожалуйста. В 1933 году чеченский композитор Умар Димаев. Как она называлась? Колхозная лезгинка. Так как в то время вот это, именно эта лезгинка Умар Димаев, он сочинил. Точно так же он сочинил лезгинку для ингушского танца, который он тоже вот этому отдал вот этому композитору. Одни говорят, что ему отдал, другие говорят, что Идрису Азоркин. И мы об этом не знаем. Я только выступил с его сыном Али Димаев, какой-то вот это, просто так на улице стоит. И вот он просто рассказал, что его отец еще написал колхозную лезгинку. В то время, вы знаете, да, колхозы, вот это. И вот он подумал, что вот чтобы было весело работать. Умар в 1933 году сочинил Умар Димаев вот это. В 1933 году. Вот это. Об этом почему-то наше чеченское телевидение, вот они, вот то, что он танцевал там, вот этот парень, вот этот перед вами, и вот это целая сенсация, они про это сняли часовой фильм, как вот великий подвиг, вот это просто Урестаг станцевал. А почему-то сам этот лезгинка, который сочинил, никто не знает. Это Умар Димаев. Он очень много, вот знаете, многие, что хотят сейчас в 2026 году будут говорить, тем более ингуши, вот задним числом, знаете, этот русский Бузуртана, который чмошник в Грозном, не знаю, я там дворником он работал, не знаю, кем он там, не бесполезные люди. И вот они сейчас сидят этим ранним колхоз, я представляю, где-то там в Ростове хотя бы, нет, этим колхозом, и поэтому все эти дела их колхозные, честно, достал. И вот они задним числом утверждают, что нет, это Ева Мацяга, великий композитор Ингушетии, написал. Великий Ахмед Хамхой написал композитор. И вот этот Умар Димаев, те даже года, мы даже не знаем, что вот он вот так вот, мы знаем про Идриса Базоркина, что он тоже 27 лет написал первый сборник стихов, всю его жизнь мы вот знаем, а почему-то наш великий композитор, поэт, певец, вот о нем ничего не известно. Даже в 1933 году вот это для колхоза, чтобы весело было вот идти на работу, вот он придумал эту лезгинку. Так и называется, колхозная лезгинка. И вот годы войны, во скольких фильмах про войну эту лезгинку. Это же гордость, это же достояние народа чеченского. Почему-то вот это у Министерства культуры, у чеченской филармонии, у всех, вот телевидение Грозный, Путь, Войнах, все в эти руки не доходят. Вот это они, вот это своего бойца, который станцевал эту лезгинку, национальный герой Дагестана, а прославленный, заслуженный композитор, народный певец Умар Димаев,
мы клещами информацию про него, вот так, клещами нужно брать, клещами, вот так. И вычерпываем. Я-то знаю, кто такой Умар Димаев, я знаю, кто такая Марьям Айдамирова, я знаю Жансари Шамилева, я знаю Валид Дагаев, кто, и вот имена вот эти Алхазур Ганаев, Бек Эль-Мурзаев, вот все эти чеченские песни, Малики, все Дебин, вот, мне нравится, когда поет Бек Эль-Мурзаев. И вот много такое, которые многие не знают имена, их же много. Мансур Минцаев, мы молчим, Муслим Магомадов, сколько их было. И потом 1980, конец 80-х годов, начало 90-х, Тамара Дадашева, Айманя Айдамирова, сколько их, знаете, Макка Межиева, очень много певцов, певиц, очень культурное наследие чеченцам оставили, очень большое. К сожалению, дух войны, и это Ичкерия, мы как-то потеряли ее, распределили не так, как нужно было бы. Хотя бы то, что можно сохранить, нужно сохранить. Нужно, знаете, не знаю я, эти пустые достали, они приходят, знаете, специально провоцируют, специально все это пишут, как эти зомби, какие ненормальные люди, это, честно слово, больные люди, наркоманы, я не знаю, чем они там. Казалось бы, Назран, это игра, там пошел, было так, а сейчас еще легче, вот интернет пошел, Google, на смартфоне можно, если хочешь найти информацию. Нет, информация нам нужна не та, которая действительность, а нам нужна, которая нам нравится. Знаете, многим чего нравится. Я сейчас начну рассказывать, чему что нравится. Я пойду дальше, поэтому мне хочется, чтобы некоторых их не тонкие души, они оскорблят. Вот такое. И я просто сидел, смотрел фильм, думаю, мама мия, почему у нас вот этого нет? Я понимаю, что не нужно забывать своих героев. Это Ахмад Хаджи, достойный сын своего народа. Вот он действительно в 2000 году вывел нас из... Я не знаю, если он вот не попался бы, как нам бы выжить в этих условиях стесненно. Я не говорю, что плохо, что нужно говорить про него, нужно говорить про все, но нужно же про это тоже говорить. Это же тоже какая-то история. И я удивляюсь, я стал специалистом по мужчинам, сейчас должен стать специалистом по музыке. Но это же неправильно, я же писатель, у меня свои заботы. Я заболел, и сейчас я даже выпущу этот ролик, и за мной же следят на моем работе, скажут, а что ты дома ролики выпускаешь, если ты больной? Да, я действительно заболел. Ой, пневмония, лег дома, сижу. До этого я буду не думать, я не снимаю ролики. Вот 3 ролика снял, только 1 поставил. У меня вот так очень много снимаю. Я могу каждый день их снимать. А что, любую тему я могу найти, потому что я творческий человек. Просто 1 фрагмент, и мне достаточно. Этот Али Димаев меня удивляет вообще. Я к нему отношусь очень хорошо, потому что, ну, тоже сын великого человека, тоже великий человек. И вот он, как он рассуждает, все знает он. Пока хотя бы расспросите его, хотя бы снимите на это видео. Вот помню, в начале 90-х 2 дочери, вот это Аблеки Зельмахана были еще живы. Вот
приходили люди, брали интервью. Что вам мешает сейчас, вот эти люди, пока они не ушли, нужно же узнать, что как. Это Али Дима очень много знает. Он просто это сидит и рассказывает. Мне просто стало интересно. Интересно, твой отец сочинил. А почему вот мы об этом не знаем, чеченцы, тоже интересно. А вот это же, ты что, это лезгинка? Это же советская, во всех фильмах она, везде это. На фронтах это было. Это такая чеченец, это же такая гордость. А почему про это нигде вы не пишете? Тоже интересно. Ну вот такие дела, мои дорогие. У нас, конечно, забота всегда прибавляется. Всегда нужно, конечно, стараться знать свои корни. Это очень важно. Потому что мы-то, советское поколение, знаем, кто мы такие. И нас учили. Сейчас теперешняя молодежь, они думают одним днем. И вот только по социальным сетям, если там ничего не сказали, значит, это факты. Если что, я могу понять этих молодых людей, вот так они, так цифровой век, они родились, это я это могу понять. Вот я не понимаю этих стариков, этих ингушей, женщин, этих мужчин, которые родились в советское время, жили, бит на щите ингушей это прожили. И вот это какая-то молодежь, молодежной волне они вот так. Только признает то, что вот русский Бузуртан сказал, или Танзила Чабиев высказал. Это колхоз. Я не знаю, уже колхозов нету, но в душе этот колхоз этих ингушей остался. Уже давно все ушли, даже в горных селениях электронные платежи. Все, что ты хочешь, можешь купить. Там же другая жизнь. Вот внутри этого колхоза остался у некоторых людей. Я извиняюсь, это кому-то приятно, а неприятно. Вот такие дела. Что нам делать? Ну, я извиняюсь, конечно. А враги, они дремлют днем и ночью. Сидят там, люди, которые несмышленные, есть люди глупые, вот они стараются обрабатывать. Вот каждый ролик, вы смотрите, какие приходят эти дамочки, теточки, эти парни, и какие они глупости пишут. Они знают, что они пишут это, но вот знаете, обязательно, знаете, нужно сказать, нет, это не так, это то. Они, знаете, мне очень понравилось утверждение одной женщины, что вот вы, чеченцы, раньше ходили по ингушским селам и собирали местный фольклор, чтобы присвоить себе. Интересно, сколько у вас поселков было, сколько у вас трех этих скал, сколько у вас было. Вот в Чечне, да, 400 тогда было советского 360 населения, по 400 населенных пунктов. Вот я понимаю Чечню. В каждом районе Чечни по 30 населенных пунктов. В Веденском районе, я не знаю, 30 от 30 населенных пунктов. Но вот так везде, во всех селах. И там у нас сколько районов, я не знаю, 20 с Грозненскими районами. Там, по-моему, 24-25 районов. Сколько у нас этих населенных пунктов? И вот утверждение, что у нас мы такие бедные, такие скудные, что мы ходили, типа, это звучит, как будто бы миль с ним ходили, как будто бы вот такая была богатая ингушская земля. Хорошо, если вы такие богатые, почему у вас ничего нет? Почему ваши отцы не оставили эту культуру, как нам оставили наши отцы? Почему у вас вот нет? Только вот эти брендовые имена, вот этот Ева Масягова, Идрис Базоркин, Ева Марсага. Нет, Ева Марсага, это новое. Это новое. Два человека у вас бренд. Вот этот Идрис Базоркин и вот этот композитор Амхоев. Вот ни певцов, ни певиц, ничего. Ну, такие дела. Если я буду бегать, если буду орать на всех площадях,
пожар, действительно пожар. Знаете, когда вот так нельзя вот так легкомысленно относиться к своей культуре, своей культурному достоянию. Воры, они не ждут, они дремлют, им, знаете, вот они считают каждую минуту. Вот, мы еще ужаснемся, сколько всего это наши соседи, как называю, братьев, в кавычках, украли у нас. Вот потом, вот, у них единственное, вот они это по-наглому, по беспределу это делают, у них здесь вот этот, единственное, вот это, можно сказать, что почему они так делают, потому что они надеются, что свидетели все уйдут, и все это им останется. Вот только это. Сейчас нужно трубить голоса, нужно вот это, раскрывать вот они надеются, вот это сейчас поколение, мы же не вечны, мы так когда-нибудь уйдем, как все наши уходили. И вот у них надежда, что через 20-30 лет все вот они перепишут, вот это. Сейчас главное не профукать вот это время, нужно заниматься своими делами, я понимаю, работа у всех, дома строят, вот это. Еще вам никто не запрещает дружить с этими ингушами. И вот это, не знаю я, это если вам нужно, это ваша потребность. Дружите, но не нужно, вот знаете, все чеченское, вот отдавайте. И потом писать, а какая разница? Разница очень большая. Даже это Хамхоев Ахмед, он же не написал эту лезгинку, он же не может быть автором, кто-то ему подарил. Даже он же может, не просто ему подарили, это вот ингушскому вот этому танцу, вот этому, я и тогда и говорил, скорее всего, много жалели это Хамхоя, потому что здоровье проблемы, здоровье, слепой был человек, слепой. Так это его история, биография же, он же возглавлял общество слепых же. От депортации. И вот эти 30-е годы, 40-е годы, вот этот, я Умара Димая, я могу понять, вот даже не было раньше. Братья, вот он свое произведение отдал, но нельзя же говорить, что это я написал. Вот о чем вы, товарищ, поймите, мы же не против, что Умар Димаев отдал ему это произведение, или кто-то, сколько этих песен мы отдали им. Но не нужно говорить, я написал, ты не написал, тебе подарили. Это вот это с самого начала это ложь. С самого начала человек просто прикарманил себя. Он сказать, это написано Умаром Димаевым, от этого ингуши честь не потеряют. Они честь теряют, когда открывают свои ворота, на растешь, вот, всех пускают. Вот эта честь вы теряете. Вот это комсомолки, которые бегают по этим площадям, вот они честь вашу теряют. А того, что вы скажете, что это великий чеченский наш брат Умар Димаев написал, нам подарил, от этого честь вы потеряете? Не потеряете. Вот о чем это? Даже вот это вы не можете сказать. Нет, это мы, мужчины, написали. Это наше ингушское, да, ваше. Никогда у вас ничего не было, никогда у вас не будет. Никогда, потому что вы только способны гадить, столько сплетничать, завидовать, бегать по вот этим злачным местам. Вы потеряны и для ингушей, и для своих родителей, для своих жен вы не будете мужчинами. Если вы женщина, вы не будете матери приличной, потому что вы все, вы же знаете, это грань перешли. И бегайте дальше, но нас не нужно к себе. Мы поэтому и рады, что вы отдельный народ, что вы, к вам никакого отношения не имеем. И я, честно слово, я радуюсь каждым днем, что вот хорошо, что это я не ингуш. Знаете, сколько мне было бы сложно бороться с ним. Там один есть, старается бороться, но он очень так, вариант, он ищет правду посередине тоже.
Его наши чеченцы называют ингушским как националистом. Ну, вот такой. Единственный человек Ингушетии, который носит этот брюки. Мужчина. И таких должно было быть не один, и не два, и не сотни, к сожалению. Вот потом они говорят, вот чеченцы там постоянно про вас говорят. А почему, если вы знаете, еще многие раскроются, я не удивлюсь, что вы все эти, даже так это вы украли, потом половину песни вот так украли, половину песни вы украли, вот регистрируете в других странах, эти, вы же все ингуши, там книжки вы выпускаете, 100% ингуши это делают. Все эти самые знаменитые композиции чеченцев будут регистрированы где-то в других странах, и это поддельные люди имеют будут права, они сами авторы, их не семьи. А вот эти люди, которые воры, он Африки вор. Никакой толерантности, никакого сочувствия. Мне вас жалко, честно. Я иногда, честно слово, жалел, почему Ингушетия такая маленькая, почему хотя бы 100 населенных пунктов, там хотя бы 10 районов у них. А нет, они думают по-другому. Оттяпать у чеченцев. Вот будем тяпать у чеченцев. Река Аса, оказывается, она тоже не ваша, к сожалению. Что у вас есть, скажите? Что у вас есть? Откуда вы пришли? Мы-то знаем. Просто нужно озвучивать эти на всеуслышание. Ну, вот такое небольшая ремарочка. Я не пропал, я еще живой, просто болею дома. Болею дома. В принципе, я мог бы рассказать эти приключения, как я заболел, как я попал в скорую помощь. Тоже. Ну, такой. А с вами был одинокий Джейсон, очередной вот этот, как вам сказать, очередной разоблачение хотел сказать, но это они разоблачение, дагестанцы делают правильно, что вот этот лезгинку танцует этот солдат, и вот это, а вот эта сама лезгинка написана чеченским композитором, вот почему чеченцы не гордятся этим, тоже непонятно. Ну, вот такие дела. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем вам. Крепить. Если день прошел, это значит хорошо. И не нужно завидовать другим. Если, знаете, всегда нужно искать в себе причин, почему у вас проблемы. Никто не виноват в ваших проблемах, только вы сами. Значит, вы не на тот путь стали. Значит, что-то не доделали, значит, что-то, не знаю, хотелось бы, конечно, вот сейчас я начну вас упрекать, тоже обратно вот эти. Вот такое, я-то знаю, знаете, очень большой массив информации, вот страшное дело, страшно копаться, я даже боюсь сейчас копаться в эти грязные белье. Представляете, что там только нет. И вот это все делают, видите, что это же какие-то крохоборы, какие-то негодяи, подонки. Я не думаю, что приличные мужи, настоящие мужи, которые тоже, они же, не знаю, я, ну, не может такого быть, скорее всего, какие-то подонки, какие-то легкомысленные люди. Или по знанию, или по незнанию. Некоторые тетки, которые приходят ко мне, они знают, чем они заняты. Вот они были бы вот без работы, они бы не остались, честно слово. Какие они ложные, какие они продажные тетки. Вот проститутки у них, вот тут красные, улицы красных фонарей, без работы они бы они остались. Неважно, это политический, это самовыбор. Вы знаете, оно есть оно. И потом, ой,
Это потом они вот это в наглость приходят, вот свои толкают. Знаете, хорошо, что я не ваш муж, что я вас не ваш брат, что я ваш, не ваш отец. Представляете, вот как распустить женщину вот до такого состояния. Вот это тоже нужно смотреть за ним, нужно за ними приглядывать, не нужно за нами приглядывать, завистью взгляды на наши стороны, вздохи. Лучше за своими вот этим присмотрите. Сколько это там хлама, мусора, вам это самим не точно? Вот парень этот, Хизер, это Маш, да, что это, он утонул, сколько проблем он у вас раскрыл. Это всю реку захламили, мусор там, что вы... Вот оставьте чеченцев в покое, за собой хотя бы уберите, вот вам ваши потомки скажут спасибо. Да, это же, за это же лайки не ставит интернет. Вот лайки, да, за лайками бегаем. Ну, вот такие дела в наших славных краях. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мире добраться.